Приехали. Сегодня я не один, сегодня я с напарником. Пар идет, прохладно. С Туланом сегодня. Всем привет. Первый поход Тулана на трицикле. Вроде как сидит. Смотрите, как я загрузился. Рюкзак. Вот тут бензопила, и он еще влез. Тулан радостный. Пусть набегается сегодня. Давно уже не был в походе. Давно не решался его брать на трицикл. Думал, тут, как сказать, не будет места для него, но в принципе влез. Лишнего груза, конечно, нету с собой. Самое необходимое я взял, и все. Вот, ну что сказать. Едем в поход на первую избу по охотничьим делам. Взял бензопилу, чтобы прочистить. Там у меня тоже от первой избы есть путик, где охочусь, где у меня стоят капканы. Там уже несколько лет непроходимая тайга стала, бурелом-то есть. И решил я сегодня пройти там, попилить тропинку. Даже невозможно зимой на лыжах уже ходить. Вот. Сегодня будет рабочий поход у меня. Поедем, когда едем, в первую очередь буду работать на путике. Потом уже после этого рыбалка. Целый день еще будет рыбалка. 4 часа выехали утра. Очень много, прям гудит лес этот, осы сейчас. Слышно, их очень много. Прям сезон. Он бегает как лошадь. Там в одном месте что-то унюхал, там очень внимательно смотрел. Может, лиса там прошла или... Отсюда уже он побежит. Я его сейчас брать не стану. Пусть побегает. Вот. Ну что, в принципе, я сегодня с лобовым стеклом. Лобовое стекло тоже как бы лишний холодный воздух не пропускает. Сперва еду и думаю, что-то я у меня раньше, в этот прошлый раз я в балаклаве ехал, а сейчас что-то без балаклавы комфортно сидеть. Я и забыл про лобовое стекло. Надо бы еще, конечно, сантиметров на 10 повыше, чуть-чуть. Вот. Сантиметров на 10, если повыше, вообще было бы здорово. Вот так. Ладно, приятного вам просмотра. Обязательно гости, кто в гостях на моем канале, подписывайтесь. На дворе осень, много интересного еще впереди у нас будет. Много походов. А всем остальным своим зрителям тоже как бы не забывайте ставить лайки, дизлайки. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. В описании под каждым видео там ссылка есть, найдете. И там уже фотографии выкладываю. Что, все, мы поедем дальше. Чё, здорово, карка. Доехали. Все, мы на месте. Все отлично. Короче, Тулан за мной побежал, ну, где-то километра 1,5, наверное, может 2. Потом смотрю, он начал отставать, я еду быстро. Сейчас с рециклом все в порядке, со скоростью я имею в виду. Раньше у меня скорость не набиралась, а сейчас газ трос отрегулировал, и все четко едет. Я
полный газ даю, потом чуть-чуть ослабляю, чтобы не на максимум ехать. Нормально едет, вообще здорово. Приехали быстро. Вот, потом я Тулана забрал обратно на трицикл, и уже со мной он поехал. Много птиц слышу, одурманивающий свежий воздух, тишина, нету комаров, пока нету ветра, но особо на ветра и не будет. В первую очередь я сейчас зайду в избушку, позавтракаю, с термоса чай попью, там котлеты, макароны с собой взял. Позавтракаем и уже возьму пилу и пойду пилить. После также спилю, как придем, вот это кучу. Это тоже спилить надо, сложить, и уже пускай он здесь будет лежать. Тулан ест траву, смотрите как. Может, погода будет меняться. Он каждый раз в этом углу постоянно ест. Постоянно. Что-то особая трава, она в этом пяточке какая-то. Шум стоит, хрустит. Тулан. Шум стоит. Вот. Челом таракарка. Прошлый раз, помните, я осы там. Сейчас трогать их не стану, они, наверное, там где-то. Они там есть, куда они денутся. Так. Ну, избушка, чистота, порядок. Все здорово, даже чувствуется вот тепло какое-то. Все отлично. Не может успокоиться, еще ест. Так. По грузу я вам уже озвучивал, что как. Пока цепь. Ну, это ж взял, чтобы подложить под лапу Тулана. Блин, песка сколько тут получилось. Короче, вот этот, я не знаю, клей отходит или фиг знает, что-то похоже на песок. Бензопила здесь. Надо взять. Ну, здесь у меня рыболовные снасти, топливо на бензопилу. В следующий раз лучше, ребят, вот это все лучше, как сказать, переложить туда, а рюкзак как-то вот сюда поставить. Потому что Тулан, блин, топчет там капитально. Но и рюкзак у меня большой, тоже не влезет. Что-то не вариант. Что-то не вариант, ребят. Или эту коробку отсюда убрать. Коробку убрать. Вместо этого как-то сделать под рюкзак что-то. Не хочу, чтобы вот где у меня еда, пища. Что там? Думал, утки там. Где еда, лучше в стороне от собаки. Вот. Ну все, в принципе, лобовое стекло показал. Я говорил, что поставил лобовое стекло. Нужен еще наколенник. Вот сейчас я покажу. У меня вот старые убитые теплые штаны. На мне теплые штаны и бушлат. И наколенник все-таки еще не хватает. Вот. А оделся. Мне сейчас комфортно. Сейчас я переоденусь, чтобы не жарко было. А вот на трицикле уже надо одеться. Ну, такой вот одежда, чтобы быстросъемная какая-то вот была. Наколенник или еще какой-то подштанник сделать, хрен пойми что. Поставить. Надштанник или сверхштанник. Чтобы ты разделся, оделся на ходу. Мог там быстро одеться, раздеться. Вот. Ну, в принципе, вот такое начало дня сегодняшнее. Немножко озвучил. Взял с собой картошку.
Вот она, картошка свежая уже, новый урожай. Потом майонез немножко, кашу рисовая с курицей. Так, дальше огурцы свежие с теплицы. Ну и тут котлеты с макаронами. Хлеб, ну и чай в термосе. Ну, кипяток. Короче, ребят, обратно оделся. Что-то с улицы заходил, вроде такое чувствуется тепло немножко. А оказывается, в избушке чуть прохладно, наоборот. Хоть печку затапливай. Чуть позже затопим, конечно же. Будем отдыхать в теплой избушке. Сейчас я съем вот эти. Ну, так, съем. Не хочется, в принципе, их есть. Небольшой перекус сделаем. В рюкзак возьму все необходимое. Ну, еду я не стану брать, конечно. Но где-то часа 2-3, наверное, вот такой кружок у меня будет. Может, с пилками там, может, и дольше придется идти, не спеша. Весь процесс этой работы я снимать не стану. Где-то буду включаться, где-то что-то, может, покажу. А в остальном, сейчас пока завтракаем. Вот огурцы съем. Самый легкий завтрак, наверное, это, конечно же, огурцы, салат. Вот. Так что сегодня вот, в принципе, это такой вот пробный выезд Туланом. Насчет багажника я еще подумаю. Если спереди что-то придется переделать фару снова, во-первых. Во-вторых, тоже вот какое-то вот приспособление сделать. Посмотрим. Так сидит. Один раз, да, забыл сказать, один раз он упал на ходу. Я медленно, такие вот кочки, он уже как-то приблотненно стоял, там, как на лодке, там, на самом конце носа, там. Он тоже поднялся на край, вот так стоит на краю. И по неровностям я ехал, и он, короче, кирдык, и он упал. И потом понял, что он может упасть. И уже когда вот по неровностям он начал этот, как сказать, полулежа так сидел. А чтобы он лежал, у меня еще ни разу ни одной поездки не было, чтобы он где-то лежал у меня на буране, на санях, или же на мотособаке, на лодке. Там, вот, на лодке едешь, однотонно едешь. Нет, он все равно стоит. Он никогда не ложится, не знаю почему. Вот я вижу у охотников собаки просто ложатся, и весь путь они лежат спокойно вот себе. Калачом лежат и все. А этот нет, этот бесполезно. Уговаривать тоже не сможешь. Вот и сегодня тоже он стоял, и он упал. Да, ружья я и не взял. Не хочу сегодня отвлекаться охотой. Без этого работы море. На один день приехал, потому что особо сейчас времени нету. На огороде копаем картошку, и получается надо еще в город съездить. А сейчас завтракаю.
закончилась первая заправка. Ребят, тут прошел, блин, вот такая фигня. Кругом сплошняк. Валежник старый. Я обычно как, ребят, этот путик для капканов раньше делал, даже на лыжах ходил, как бы ставил капканы в ноябре, уже снег лежал. И сейчас вот без снега хожу, по грудь тут трава, тяжело. Но раз начал, уже все равно буду пилить, чтобы зимой поставить снова капканы. В прошлом году, в прошлом сезоне вообще ни одного следа куницы не было. Ну что, ничего не поделаешь, так бывает. Тулан сейчас, не знаю, где он ходит. Один раз слышал, ну, у меня цепь от бензопилы слетела с шины. Вон там, короче, вот такая елка лежала. И у елки сухие ветки, ствол сухих веток. Вообще, я не знаю, как кость. Он очень жесткий. Прям вот пилил, искры летели, и у меня цепь слетела. Потом цепь ставил там. О, слышу, идет. И он кого-то лаял. Ну, явно не зверя какого-то, а может белку или рябчика. Но я пока не слышал, не видел, что где-то рябчик летал. Обычно вот так, когда пилишь, они свистят. Или пешком идешь, шум издаешь, и они свистят. Вон он. Даже собаки не видно, смотрите, сколько травы. Танеме. Тулан. Дятла услышал, к нему и пошел. Ну, короче, весь процесс пилки я не собираюсь снимать, и просто вот так озвучиваю, чем я сегодня занят. Вон он, мой напарник идет. Кого видел? Кого видел, бездельник? Кого видел? Наглая рожа. Ну вон, вперед. Грязный. Нагуляется сегодня. Весь грязный уже. Ладно, ребят, я сейчас заправлюсь и дальше пилить. Что вот поперек лежит. Тропинку хотя бы сделать. Но посмотрю еще этот сезон. Здесь, может, капканы поставлю. А уже потом снова, может, буду менять место. Что-то ходить становится все тяжелее. Бурелома очень много здесь. Ельник. И он просто вот эти сухие елки сваливаются. И каждый раз надо что-то делать. Постоянно я топором что-то там тропинку делаю. А сейчас вот решил бензопилой пройтись. Это куница, ребят. Здесь куница живет. Помет куницы есть.
Ну, примерно так, ребят. Идем дальше. Все, короче, ребят, я уже направляюсь в сторону избы. Вот такое место тут. Полным ходом уже все желтеет, листва. Сейчас уже, наверное, начинается гон лосей. Охота на лося уже или открыта на гону, или чуть позже откроется. Вот. Я сейчас еще пройду. Чуть тяжелее будет с бензопилой тащиться, но хочу еще посмотреть новое место на будущее. Вот. Тулан, блин, куда-то в другую сторону пошел. Фу, вот это я спотел. Но зато, знаете, вот прохладно было. И сейчас начал работать. Стало очень даже жарко. Клюквы нету. Старая старица тут. Надо где-то перейти. Но красота, ребят. Золотая пора начинается. Золотая, любимая моя пора. Потому что я больше всего люблю эту пору, когда все желтеет и начинается уже осенняя охота. Вот. Ну, примерно так. Бродим, ходим. Узнаем что-то новое.
Что у нас на мангале? Тут закипает кипяток. Скоро чайник закипит. Вот, я поставил воду в котелок. Наверное, быстренько суп сварю. Картошка есть, тушенка есть. Тут убрал наконец-то эти березы. Все сложил. И это на зимний сезон, думаю, хватит. Вот. В общем, вернулся уже из леса. Там работу сделал. Здесь уже попилил. Вот. И можно сказать, работу бензопилой сегодня я закончил. Хотя надо еще в одно место сходить. Там тропинку еще вторую почистить. Но не сегодня. Или вечером схожу. Посмотрим. Если рыба не будет ловиться, я сейчас после того, как пообедаю, еще схожу на рыбалку. Если рыба не будет ловиться, то еще поработаю бензопилой. Вот пока я возвращался, ну, просто в холостую. В одну сторону я пилил, в другую сторону просто шел. Ни одного рябчика не видел, не слышал. В общем, никакого взлета. Ну, пока такой прогноз непонятный. Листвы еще, вон, смотрите. Я люблю охоту на рябчиках, когда уже с берез листва выпадет, и ты уже до 100 метров цель, дичь видишь. А сейчас взлетит там, 15 метров сядет, и ты его не увидишь. Рябчик он маленький, да, и листвы столько, вон, смотрите, какая плотная листва. Ну, примерно так, ребят. Надо немножко отдохнуть. Печку затопил, потому что в избушке прохладно. Вот сейчас я вернулся, спотел весь. Да, и сейчас футболка вся сырая. В избушку зашел, прям чувствуется холод. А когда вот я приехал на мотособака, говорю, на трицикле, на улице прохладно и холодный ветер. Зашел в избушку, казалось, что в избушке тепло. Да, еще забыл сказать, ребят, вот задние отражатели я поставил. Ну, это показывает тем подписчикам, гостям канала, которые не подписаны на мой второй канал. Что обязательно, ребят, подписывайтесь на мой второй канал. Это называется Будни Олега, где вот это все, как я делаю. Вот смотрите, на заклепке я поставил такие отражатели с обеих сторон. Сейчас, если кто-то будет под фарой ехать за мной, то меня уже точно заметят. Или, скажем, возле дороги где-то мотособака, если будет стоять, отражатель нужен. Сбоку, спереди, сзади, везде нужен. Потому что малейшая ошибка и могут твое транспортное средство задеть, и авария может создаться или еще. Ну, примерно так. Знаете, вот еще вот один момент тут. Вот смотрите. Вот такой износ. Это натяжитель цепи. Снизу и сверху два натяжителя. И вот износ. Вот видите. Я потом производителям написал, говорю, у меня такой износ, ну, как сказать, хочу заказать у них в Озоне, там есть магазин, и в Озоне я нашел такая штучка, примерно 280, ну 290 рублей одна. Потом корзину закинул, 2 штуки, думаю, куплю. Потом написал им, вот говорю, стоит, не стоит менять. Говорит, это пока не стоит менять. Такой износ, это нормальный, ребят. Вот такая выемка. Вот. А сейчас он будет уже, он на роликах будет ходить. И ролик, он там тоже крутится. И износ сейчас практически не будет. Вот. Так что запас, конечно, нужно купить. Запас. И звездочку, и цепь, и вот такие натяжители. Переднюю звездочку тоже можно купить. Но
Сейчас пока ничего в этом сезоне точно покупать не буду. Вот. На этот сезон все хватит. Не знаю, сколько я еще буду ездить. Ну, до снега. Еще по снегу еще покатаемся. Вот. Ладно, сейчас я переоденусь. Там у меня опилки, полные сапоги. Одену такие вот калоши. И буду варить суп. Потом уже пообедаем. Сходим, попробуем порыбачить на окуня также. Если жареху поймаем, и то ладно, хорошо.